Кримська платформа – це екосистема заходів, яка систематизує те, що вже зроблено, ініціює додаткові інструменти для повернення Криму. В рамках її роботи ми плануємо провести Кримський саміт. Ключове завдання – синергія зусиль України і міжнародного співтовариства з метою наближення дня деокупації півострова. Политический аналитик Андрей Вегеринский с нами сейчас на прямой связи. Пане Андрею, витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, для начала, что вы думаете относительно диалоговой платформы международной по деоккупации полуострова? В каком случае она может быть эффективной? Но если мы с вами говорим вообще о платформе, да, она не... насколько она эффективна и насколько она необходима как с точки зрения конечного результата, нужно определить, наверное, а кто субъекты, участники этой платформы. И вот в этом, к сожалению, ответа от МИД мы не услышим. То есть приглашать любых участников. Остается открытым вопрос, это главный участник, который сейчас оккупирует как раз территорию автономной республики, это Российская Федерация. И я почему-то склонен думать, что они отнюдь участие в этой платформе принимать не будут. Соответственно, это делает ее не более чем площадкой, на которой будет на международном уровне, в зависимости от того, кто будет делегирован. То есть сам статус представителей, он тоже важен. Это общественники, это представители независимых организаций, это представители правительств, либо представители глав государств. Это во многом определяет то, насколько, скажем так, дееспособной будет эта организация, не превратиться просто на круглый стол, на котором обсуждается проблематика полуострова, который оккупирован. И эта проблематика, она базовая, она и понятная. И гуманитарные аспекты обсуждать — это не обсуждать политический процесс, его возврата на территорию, суверенную территорию Украины. Поэтому мне кажется, что наряду с заявлением господина Зеленского, да, которое он дал журналисту BBC, заявление, которое, я напомню нашим зрителям, да, оно включает так или иначе вопрос, то, что он собирается вернуть Крым до окончания своей каденции. Вопрос он платформы. верит в это, сказал. Ну, знаете, вера — это очень важный вопрос, потому что верить надо, опираясь на что-то. Тем более политику, который отчасти уже должен быть циником и прагматиком. Пане и Андрей, вот если... давайте подключим сейчас Кирилла Сазонова, политического обозревателя. Он тоже с нами сейчас на прямой связи, и вместе обсудим эту ситуацию. Пане Кирилла, витаю вас. Добрый вечер. Ну вот пан Андрей упомянул интервью президента Украины Владимира Зеленскому в программе на BBC Hard Talk, и он там сказал, что он верит в возвращение территории, что ему удастся создать заключить какое-то мирное соглашение с Владимиром Путиным. Вот давайте вместе послушаем его сейчас. Я вірю в це. А в іншому випадку я би не йшов в президенти України. Це дуже складно. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу. Це є правда. Але я не втрачаю цю віру. Ну вот, пане Кирилло, вот ваша точка зрения, на что действительно основывается президент Украины Владимир Зеленский, когда говорит, что он верит, что сможет заключить мирный договор с Российской Федерацией, в результате которого вернет оккупированные территории? Ну а что он должен говорить в интервью BBC? Он же не может сказать: мы видим, что Россия по-хорошему не хочет уходить, что Россия не видит независимой Украины, нам остается только замораживать конфликт, воевать, бороться, рассчитывая на вашу помощь. Это дипломатия, поэтому он говорит: мы верим в то, что возможен мир, мы верим в то, что нужно и можно договориться, и мы будем дальше вести переговоры. Он как дипломат обязан это говорить. Конечно, я думаю, что у него советники гораздо более реально смотрят на вещи и понимают, что вопрос Донбасса будет решен не завтра, а скорее всего после длительной заморозки. Вопрос Крыма будет решен еще позже. То есть мы все понимаем, что эта проблема у нас надолго. Потому что пока Россия в состоянии зубками своими удержать эти кусочки нашей территории оккупированной, она будет за них держаться, пока ее не придавит там какими-то внутренними центробежными процессами. Поэтому мы продолжаем строить экономику, строить армию, строить страну, исходя из того, что у нас есть оккупированные территории, которые когда-нибудь придется вернуть. И все платформы, все переговорные процессы, они нужны для того, чтобы эта тема не уходила из повестки дня всего мира, чтобы это обсуждалось, чтобы на Россию
как минимум сохраняли давление, а лучше усиливали. То есть для этого любое привлечение внимания в международном формате – это хорошо. Это не решит проблему, не заставит Путина уйти из Донбасса и из Крыма. Это не закончит войну, но, по крайней мере, будет маленьким кирпичиком в то здание, которое мы строим.